Для древних уйгуров в Центральной Азии лошадь была куда больше, чем просто животное. Это был партнер, оружие в бою и, можно сказать, сама душа их культуры. И эта глубокая связь, конечно, определила их самосознание, а верховая езда стала искусством. Так как же вышло, что навыки для войны и охоты превратились в мирные состязания? Все просто. Чтобы не растерять эти навыки в мирное время, и придумали конный спорт. Эти игры стали настоящим праздником отваги, мастерства и единства человека с конем. Например, в Аглак-Тартышиш команды всадников яростно сражаются за тушу козла. А конная стрельба из лука — это, конечно, проверка легендарной меткости всадника на скаку. Представьте, в древних текстах пишут, что воины могли поражать цели даже за спиной. Но одной из этих игр было суждено отправиться далеко за пределы родных степей. Это чавган — игра, требовавшая невероятной подготовки и от всадника, и от лошади. Так по торговым путям игра и разлетелась по миру, от Персии до самой Индии. А в 1859-м британцы в Индии адаптировали ее, назвали поло и привезли на Запад. Но сегодня это великое наследие, увы, под угрозой, даже на своей родине. В 90-х была такая всадница Фериде. Она стала чемпионкой, настоящей надеждой. Ее талант всех поразил, но из-за нехватки денег она так и не вышла на мировой уровень. Ее история — яркий пример того, как трудно сохранять эти древние традиции. Чавган почти исчез со своей родины. Так что же, дух предков угас? Вовсе нет, он просто изменился, буквально взмыв в воздух в спорте под названием саргайди. Здесь, на гигантских качелях, атлеты повторяют трюки древних воинов. Какая смелость! И это доказывает, даже когда традиция меняется, ее дух продолжает жить. Оно выживает через адаптацию, память и ту самую отвагу, что передается сквозь поколения. Давайте перенесемся в бескрайние степи Центральной Азии. Для народа, который жил на этих землях, абсолютно все — и выживание, и культура — было неразрывно связано с одним животным — с лошадью. Сегодня мы разберемся, как уйгуры и их кони вместе веками творили историю. Знаете, для древних уйгуров-кочевников лошадь была не просто транспортом. Это был, настоящий напарник, партнер в охоте, верный друг в бесконечных переходах по степи. По сути, от лошади зависела сама жизнь. И вот эта постоянная ежедневная близость породила нечто невероятное, глубокое, почти интуитивное понимание между всадником и конем. Это было уже не просто использование животного, а настоящее партнерство. Есть одна очень сильная уйгурская поговорка. Вдумайтесь, конь — это крылья не только человека, но и всего народа. Не просто отдельному воину, а целому народу. Мобильность, сила, свобода — все это позволяло им не просто выживать в суровых степях, а по-настоящему процветать. И вся их идентичность строилась на вот этом ощущении скорости и простора. Все мы слышали про поло, спорт королей. А что если я вам скажу, что его истоки лежат совсем не в аристократических клубах Ангии, а вот здесь, в этих самых пыльных степях Центральной Азии? Согласитесь, эта мысль заставляет посмотреть на привычные вещи совершенно под другим углом. И вот тут возникает главный вопрос. Как так получилось, что чисто утилитарные боевые навыки, те, что нужны были для выживания, вдруг превратились в зрелищные виды спорта, стали неотъемлемой частью праздников и ритуалов? Произошла просто удивительная трансформация. То, от чего когда-то зависела жизнь, в мирное время не было забыто. Нет, это превратилось в ритуал, в настоящий праздник мастерства, в такой зрелищный способ почтить свое воинское прошлое и, знаете, просто отпраздновать жизнь. Один из самых ярких примеров — это Аглак-Тартышиш. Возможно, кто-то знает эту игру как бускаши. И поверьте, это не просто игра. Это яростное, какое-то первобытное состязание, которое требует нечеловеческой силы, ловкости и, конечно, полного единения всадника с лошадью. Просто посмотрите на это. На первый взгляд — хаос, клубы пыли, борьба. Но в этом хаосе скрыто невероятное мастерство. Всадники сражаются за тушу, а их кони специально обучены, будто сами знают правила, инстинктивно маневрируют в самой гуще. Это настоящий танец силы, воплощение духа воина. Если Аглак-Тартышиш — это гимн грубой силе, то конная стрельба из лука — это уже поэзия. Поэзия точности. Представьте на секунду, нестись на полной скорости, ветер свистит в ушах, и в этот самый момент нужно натянуть тетиву и поразить цель. Неудивительно, что именно этот навык сделал степных воинов настоящей легендой.
Такие изображения как раз и напоминают нам, веками конные лучники были самой грозной силой в Центральной Азии, а их мастерство казалось чем-то запредельным и, конечно, породило бесчисленные легенды, которые передавались из уст в уста. Только вдумайтесь в эту фразу «стрелять назад, развернувшись в седле на полном скаку». Это же звучит практически невозможно, как какое-то сверхчеловеческое умение. Конечно, современники были в полном трепете от такого мастерства. Ну а теперь давайте перейдем к той самой игре, которая не просто осталась в Центральной Азии, а совершила невероятное путешествие по миру. И сегодня мы ее знаем под названием «Поло». Эта древняя миниатюра не просто красивая картинка. Она показывает, что чифган был важнейшей частью придворной жизни, показателем статуса и доблести. Яркие краски, динамика — все это передает ту страсть и азарт, который вызывала эта игра у элиты того времени. А теперь давайте просто посмотрим на эти два изображения. Слева древний чавган, справа современное поло. Клюшки, лошади, командная борьба. Основные элементы остались практически неизменными на протяжении веков. Связь, по-моему, очевидна. И вот как это все путешествовало. Это же целая карта приключений. Игра родилась в степях. Потом по шелковому пути она попала в Китай, с завоевателями в Индию. И уже оттуда британские колонисты привезли ее в Европу, дав ей новое, всемирно известное имя — Поло. Но, как это часто бывает, у истории есть и другая сторона. Пока Поло завоевывал мир, что происходило с его предком на исторической родине? И вот здесь, к сожалению, наш рассказ принимает немного меланхоличный оборот. Познакомьтесь, это Периде, талантливейшая уйгурская наездница. Она блистала в 90-х. И ее история — это символ не только невероятного врожденного таланта, но и тех трудностей, с которыми древняя традиция столкнулась в современном мире. Вот эта фраза французского тренера говорит о многом. За невероятным талантом Пересади и других уйгурских всадников стояла суровая реальность. Не было ни современной инфраструктуры, ни финансирования, ни поддержки. Они были одни на мировой арене, полагаясь лишь на наследие предков и собственный дух. Эта хронология — это, по сути, свидетельство медленного угасания. От яркого культурного феномена в XV веке до последней официальной игры в середине XX. Традиция, подарившая миру поло, на своей родине постепенно ушла в небытие. Но дух всадничества не исчез бесследно. Он нашел новое, совершенно неожиданное воплощение в традиции, которая сохранила память о предках, но уже без лошадей. Это саргайды или чакпелек. Вы только посмотрите, как исполнители парят на огромной высоте, имитируя движение тех самых конных лучников, стреляющих во все стороны. Даже без лошадей эта опасная и зрелищная традиция передает то самое чувство полета, свободы и бесстрашия, что было присуще их предкам. Поразительно, но эта древняя традиция, по сути, прямой предок современных цепочных каруселей в парках развлечений. Только представьте, там, где мы видим простое развлечение, в Саргайде заложен глубокий культурный код, память о предках, ритуал проверки храбрости. Кто бы мог подумать, какая история стоит за привычными нам аттракционами? И в итоге остается открытый вопрос. Когда традиция путешествует по миру и обретает новую жизнь, что происходит с памятью о ее доме? История уйгурской конной культуры — это рассказ о том, как наследие может быть невероятно стойким, путешествуя и находя новые формы. Но это и напоминание о том, как легко можно потерять связь с истоками и как важно помнить, откуда все началось. Вот давайте просто на секунду представим себе такую картину. Высота примерно 7-этажного дома. Ага, это, метров 20 получается. Да, ровно 20 метров над землей. И вот на самой вершине, вкопанного в землю такого огромного деревянного столба, закреплено горизонтальное колесо. Угу. От него свисают длинные веревки с петлями. И люди, участники этого действа, вставляют одну ногу в эту петлю, отталкиваются и на какой-то просто бешеной скорости летят по кругу над землей. Да, и при этом еще имитируют стрельбу из лука. Именно. И все это, внимание, без единой страховки, без всяких ремней безопасности или, мягких матов внизу. И что самое поразительное, все это происходило 1000 лет назад. Да-да. И согласно историческим документам, которые мы сегодня анализируем, этот
экстремальный воздушный тренажер, ну, он известен как Саргайды или Чекпелек, он не был просто каким-то праздничным аттракционом. То есть это не древний лунопарк? Абсолютно нет. Это была, кульминация целой философии. Скажем так, философии народа, для которого преодоление гравитации и вот этого первобытного страха стало чуть ли не национальной идеей. Ага. И как раз об этом мы сегодня и поговорим. У нас на столе просто невероятно подробный исторический и этнографический документ. Он исследует традиционную конную культуру древних уйгуров. Очень объемный материал, да? И миссия нашего сегодняшнего подробного разбора — выяснить, как лошадь из просто, банального средства передвижения превратилась в основу военной мощи, искусства и просто уникальных спортивных традиций целого народа. Угу. И как эта потребность в экстриме перешла с земли прямо в небо. Так, давайте разберем это. Потому что материалы, они полны неожиданных открытий, способных удивить вообще любого. Да, чтобы правильно подойти к этим материалам, нужно понимать базовый контекст. Речь идет не просто об играх. Это навыки выживания кочевника Центральной Азии. Да-да. Для них лошадь никогда не была просто инструментом. В тексте очень четко прослеживается концепция, где конь — это, органичное продолжение человека. Лошадей буквально называли, цитирую, «крыльями мужчин и нации». Да, я видела эту цитату, и авторы документа это очень классно подчеркивает, когда вспоминают легендарного правителя Афросиаба. Ага, историческая личность? Угу. И его уйгурское имя Алп-Эртонга, оно переводится как «отважный, как леопард». То есть вот этот хищный, бесстрашный дух древние уйгуры проецировали не только на себя, но и на своих лошадей. Именно так. Это был симбиоз, от которого, зависело выживание государств. Но очевидно же, что такой боевой дух невозможно поддерживать, если просто, сидеть и ждать следующей войны, верно? Конечно. Искусство верховой езды требовало просто постоянной практики в мирное время. И первой ступенью такой проверки становились скачки от Бейгисы. Да, в этнографических записях скачки описываются как такой идеальный бескровный полигон. Махмуд аль-Кашгари в своем труде XI века детально это задокументировал. Это словарь тюркских наречий? Да, именно он. И там видно, насколько, серьезным был подход. Речь не шла о том, чтобы просто взять любую лошадь из табуна. Выводились, специализированные породы. Чисто под спорт. Да, заточенные исключительно под спорт. В источнике упоминаются такие породы, как шалгут и аргун. О, слушай, вот про породу аргун я когда читала, я просто остановилась. Документ утверждает, что это помесь диких и домашних лошадей. Было такое, да. Но как это вообще работало на практике? Дикая лошадь, она же по своей природе абсолютно непредсказуема. Ее главная задача — сбросить хищника со спины и убежать подальше. Резонный вопрос. И как древним селекционерам удавалось интегрировать вот эту дикую генетику, не получая на выходе просто, абсолютно неуправляемое животное? Это был вопрос ювелирной селекции. На это уходили буквально десятилетия. Документ объясняет, что цель была найти идеальный баланс. То есть взять лучшее от обоих миров. Да, от диких предков брали вот эту невероятную выносливость, плотность костяка, способность к взрывному ускорению, а от домашних — покладистость. В результате получалась машина, способная выдерживать колоссальные нагрузки. И призы для победителей на скачках были, астрономическими. Да, я читала, победителям вручали целые стада скота, почетные пояса, и, что меня улыбнуло, самые выдающиеся наездники становились прям самыми желанными женихами. Да, за них отдавали самых прекрасных невест. Победа буквально определяла статус человека. И соревнования четко делились на категории. Первое — это гонки на длинные дистанции. Эдакое древнее ралли-Дакар. Точное сравнение. Там проверялась чистая выносливость. А вот вторая категория — это просто отвал башки, скачки йорга. Это уже больше похоже на фигурное катание или автотюнинг. Да, скачки рысью или иноходью. Что здесь действительно захватывает, так это эстетика движений.
Слушай, в документе описывается, что животные украшали сбруей с 20 или даже 30 медными бубенцами. И лошадь должна была бежать так плавно, чтобы звон этих бубенцов сливался в музыку, а не в хаотичный грохот. Звучит как магия, да? Абсолютно. Я пыталась представить физику процесса. Если лошадь идет обычным галопом, там же есть фаза подвисания, когда все 4 ноги в воздухе, а потом жесткое приземление. Угу. Да при таком беге эти бубенцы просто свели бы всех с ума от тряски. Да, но физика процесса там совершенно иная. Иноходь, или йорга — это латеральный аллюр. Это как? Лошадь переставляет ноги не по диагонали, а односторонними парами. Сначала обе правые ноги, затем обе левые. Из-за этого полностью исчезает вот эта фаза подвисания. Нет вертикальных колебаний. Центр тяжести всадника остается на одной линии. То есть, это как работа независимой пневмоподвески в дорогой машине. Шасси отрабатывает неровности, а кабина с пассажиром плывет ровно. Идеальная аналогия. И эта биомеханическая стабильность позволяла бубенцам звучать в унисон, и источник подчеркивает, что этот уровень контроля вызывал просто шок у соседних цивилизаций. Да, китайские поэты династии Тан и Суй, Кипо Цуи и Юань-Джэня, они же писали об этом стихи с нескрываемым восхищением. Именно. Иностранцы специально годами жили среди кочевников, чтобы перенять этот, как они говорили, уйгурский стиль езды, одежда, посадка в седле. Все это стало культурным экспортом. Но, знаешь, эта часть документа заканчивается на очень грустной ноте. Переход к современности. Там рассказывается история уйгурской спортсменки Перида Абдурахман. Да, это современная трагедия, которая, показывает, как нехватка ресурсов бьет по традициям. Она в 93-м и 95-м годах выигрывала золото на национальных соревнованиях, била рекорды, ее даже прозвали «Перес скакунов». Ее заметил французский тренер, верно? Да. Он был в шоке, когда узнал, что у нее вообще никогда не было тренера, это чистый талант. Он пригласил ее во Францию, но из-за отсутствия финансирования она не смогла поехать. И карьера этой невероятной девушки завершилась в 22 года. Очень показательная история. Но давай вернемся к истории. Эстетика и бубенцы — это прекрасно для праздников. Но ведь выживание в степи требовало и жестких навыков. Да. И вот здесь начинается самое интересное. Переход к играм, которые больше похожи на полноконтактные бои. Да. И если скачки проверяли скорость, то как тренировались настоящие воины? Через такие вещи, как аглак-тартышиш или козлодрание. Слушай, условия там предельно суровые. От 10 до 40 всадников. Цель — поднять с земли тушу козла весом, от 40 до 60 килограммов. Угу, мертвый вес. И удержать ее, несмотря на удары плетьми от соперников. Я просто пытаюсь это представить. Поднять 60 килограммов одной рукой, свесившись с седла скачущей лошади. Да, нагрузка на позвоночник там просто колоссальная. Это же какой-то нечеловеческий уровень физической силы. И, кстати, там упоминается, что в современном варианте эту тушу нужно забросить в сетку на высоте 3 метров. Но знаешь, что меня больше всего удивило в древних правилах? Что именно? То, что при всем этом хаосе игра была строго регламентирована. Запрещалось сбивать людей с лошади или пугать чужих коней. Зачем такие нежности в такой брутальной игре? А вот это как раз не нежности, это военная необходимость. И этнографические данные это объясняют. В хаосе кавалерийского сражения паника одного животного может передаться всему строю. То есть испуганная лошадь ломает строй? Именно. А сломанный строй — это поражение. Поэтому Оглок воспитывал не только силу, но и абсолютную дисциплину. Это была строго регламентированная военная симуляция. Логично. Ближний бой — это понятно. Но как насчет дистанции? И тут источник переходит к конным лучникам. Описываются встречи войск Александра Македонского с уйгурами. Да, македонцы считались непобедимыми, но даже они были в шоке. Еще бы. 4000 юношей в шапках с соколиными перьями. Они могли стрелять из лука не только вперед, но и, развернувшись назад на полном скаку.
Посол династии Сун, Ван Янде, тоже подтверждал это мастерство. Да, это так называемый маневр уклонения. Слушай, это же древний эквивалент маневра в истребителе — стрельба в слепую зону. Но как это бионеханически возможно? Чтобы стрелять, нужны обе руки, значит, поводи брошены. Лошадь несется галопом, как не вылететь из седла. Ответ в полном разделении функций тела. Нижняя часть тела, ноги, работали как единый механизм с лошадью. Они управляли конем исключительно шенкелями и смещением центра тяжести. То есть ноги — это руль. Да, а верхняя часть корпуса становилась такой, независимой, стабилизированной башней танка. Это вершина нейромышечной координации. Фантастика. И если мы логически продолжим эту эволюцию навыков от ритма к силе и точности, мы неизбежно придем к командной стратегии. И тут материалы преподносят огромный сюрприз. Ты о поло? Да. Подождите, разве поло — это не игра английских джентльменов с чаепитием в перерывах? Если мы свяжем это с более широкой картиной, мы увидим, что шелковый путь переносил не только товары, но и культурные феномены. Поло зародилось в степях под названием чавган или дегнак. И автор подчеркивает, что для этого нужны были совершенно другие лошади, не те, что для скачек. Да, нужны были кони, способные резко останавливаться и ускоряться. То есть скаковая лошадь — это дрэг-рейсинг по прямой, а лошадь для пола — это раллийная машина для дрифта. Отличное сравнение, и доказательства древности этого спорта весьма солидные. В 1970 году в гробницах Астаны в Турфане нашли глиняную фигурку игрока в поло, 5-7 века. А поле на плато Кокард в Ташкургане 150 на 60 метров. Это гигантское пространство. И от уйгуров этот спорт пошел через Персию, Тибет, Китай, Японию, Индию и только потом в XIX веке в Европу. Первый клуб в Англии появился только в 1859 году. А на Востоке спорт упоминался в классике веками. Труд Юсуфа Хас Хаджиджиба «Кутат-Губелик» и стихи Лутфи XV века, где он писал, что готов сделать свою голову мечом для клюшки возлюбленной. Да, очень поэтично. И, кстати, мечи для чавгана делались из кожи животных, туго набитой шерстью. И матчи начинались под звуки сурная. Сурная — это духовой инструмент, да? Да. И последние зафиксированные традиционные игры уйгуров прошли относительно недавно, в 1910 году в Учтурпане и в 1959 в Хухота. Ну хорошо, мы обсудили скачки, бои, поло. Но как сохранить навыки всадника и ощущение полета, если у тебя нет лошади? Или если тебе хочется еще большего экстрима? И вот тут народ создал воздушный тренажер. Да, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Саргайды или Чакпелек. Итак, что все это значит? Зачем им это нужно было? В источнике описывается два типа конструкции. Про первое мы сказали — 20-метровый столб с качелями. А второй тип, это же просто безумие. Да, столб пониже — 8-10 метров. Сверху колесо от телеги, откуда свисают веревки с петлями. Люди вставляют ногу в петлю и летят. Это древний парк аттракционов, но без ремней безопасности. В документе это сравнивается с современной цепочной каруселью Swing Ride, которую изобрели в Калифорнии в 1908 году. И которую потом модернизировал немец Франц Церер в 70-х. Да, но уйгурский чакпелек возник на века раньше. Аль-Бируни описывал легенду о царе Джамшиде с его летающей колесницей, и люди просто имитировали этот полет. Но зачем им нужен был этот риск в мирное время? Это поднимает важный вопрос о психологии культуры. Этот спорт показывал бесстрашие, умение рисковать. Это воспитывало людей, которые не боялись ничего. То есть тренировка нервной системы? Именно. И еще это показывало непреодолимую жажду полета, которая оставалась в крови народа даже в самые тяжелые времена упадка. Когда они теряли контроль над землей, их сублимированная энергия устремлялась в небо. Удивительно. Ну что ж, подводя итоги нашего разбора, исторические документы просто открывают нам глаза на трансформацию. Лошадь дала жизнь гонкам, дала тактику боя в оглоке и стрельбе из лука, дала глобальный командный спорт поло и даже вдохновила на создание древнего прообраза экстремальных каруселей Саргайды.
все эти традиции — это просто зеркало стойкости уйгурского народа. Да, и вот мысль, которую я бы хотел оставить нашим слушателям. Мысль, которой нет напрямую в источнике, но она напрашивается. Какая? Если тысячелетия назад люди придумывали деревянные центрифуги высотой 20 метров, чтобы просто имитировать полет и бой, не являются ли наши современные шлемы виртуальной реальности и симуляторы экстрима лишь, цифровым продолжением всей той же самой первобытной потребности? Потребности обмануть гравитацию и испытать свои пределы. Именно. Вау! С этой мыслью наш глубокий разбор завершается. Всем спасибо. Сегодня мы разбираем масштабный текст об эволюции традиционных конных видов спорта уйгуров от козлодрания до опасного высотного аттракциона Саргайды. И знаешь, переходя сразу к делу, переход от классических конных дисциплин к высотным качелям Саргайды кажется очень резким и, просто разрывает общую логику повествования. Да, я тоже об этом споткнулась, когда читала. В этом кроется главное слабое место первой части. Понимаешь, автор так детально, с такой страстью описывает скачки, суровое козлодрание, конное полочи в ген. Угу. Ты прям чувствуешь эту пыль арен, топот копыт. Во-во! А потом раз, следующий абзац, и мы почему-то смотрим на 20-метровые деревянные качели. Читатель мгновенно теряет связующую нить. Как будто мы случайно открыли другую книгу. Точно. Да, там есть вскользь брошенная фраза о том, что качели имитируют полет всадника. Но структурно этот раздел выглядит как какое-то чужеродное приложение, а не естественная кульминация конной культуры. Слушай, ну а как автору это исправить? Предложение тут такое. Нужно выстроить архитектуру текста как лестницу. От прямого физического взаимодействия с конем на земле к духовному и символическому воплощению этой культуры в воздухе. Ага, то есть качели должны стать своего рода метафорой седла? Именно. Качели как метафора седла. Если давать конкретные примеры, я бы посоветовал создать отдельный переходный абзац прямо перед секцией о Саргайды. Да, где нужно объяснить, что по мере перехода от кочевого к оседлому образу жизни потребность в адреналине никуда не делась. Да, и потребность в тренировке специфической координации тоже трансформировалась вот в эту воздушную акробатику. Знаешь, пока ты это говорил, у меня возникла одна мысль. Это может прозвучать странно, но мне это напоминает центрифугу для космонавтов. Подожди-ка, центрифуга? Для древних уйгуров? Ну да. Слушай, звучит как-то слишком футуристично. Не разрушим ли мы этим аутентичность исторического текста? На первый взгляд, да. Но давай вдумаемся в биомеханику. Автор же описывает, что участники на качелях делают движения, которые имитируют натягивание лука. Угу, читал такое. А теперь представь воина в степи. Ему нужно на полном скаку обернуться назад и точно выстрелить. Представляешь, какой феноменальный вестибулярный аппарат для этого нужен? Я понял, куда ты клонишь. То есть мы можем рассматривать Саргайды не просто как игру на праздник Навруз, а как древний тренажер для тела и мозга всадника. Слушай, это гениально. Тренажер для биомеханики, когда у тебя нет под рукой лошади, но тебе нужно воспитывать баланс. Да, и если автор сделает акцент на этой биомеханике, мост между конем и качелями станет абсолютно монолитным. Согласен на все 100. Автору стоит начать не с описания деревянной конструкции, а с физиологии, описать центробежную силу галопа, а потом ввести качели как инженерный ответ на потерю конной практики. Круто. Разобравшись со структурой, мы видим, что исторический триумф уйгурских всадников и современные проблемы сохранения культуры представлены в тексте слишком фрагментарно. Да, этот контраст во второй части действительно сбивает с толку. Это, явная слабость нарратива. Расскажи подробнее, как ты это увидел? Смотри, вначале мы видим масштабный эпос, восхищение Александра Македонского, отсылки к Махмуду Аль-Кашгари. Мы чувствуем дыхание империи. Задницы Фариде, которой просто не хватило денег на тренера на турнире. Вот именно. Читатель падает с высот исторического величия в какую-то прозу бюрократических проблем. Сейчас это читается как локальная, почти газетная жалоба. Она эмоционально оторвана от философского нарратива о выживании культуры. Но, знаешь, тут есть ловушка. Какая? А не рискуем ли мы, концентрируясь на проблемах финансирования Фариде, свести этот глубокий анализ к банальному нытью о нехватке денег в спорте? Рискуем еще как. Как автору избежать этого тона газетной колонки и удержать фокус именно на несгибаемости духа.
Предложение по улучшению здесь – интегрировать эти современные трудности напрямую в исторический контекст. Создать сквозную линию устойчивости. Да, жалоба — это про поиск виноватых, а эпос — про преодоление. В качестве конкретного примера давай возьмем ту потрясающую деталь из черновика. Автор упоминает, что Фариде взяла золото на лошади, которая шла танцующим шагом. О, да, красивая фраза, но она там как-то висит в воздухе. Вот. А что, если автор возьмет исторические описания древних скачек из первой части, где коней украшали звенящими колокольчиками для ритма, и переплетет эти два образа? Типа параллельный монтаж, в одном предложении пустая арена без тренера, а в следующем эхо звенящих колокольчиков из прошлого. Именно так. Историю Фариде нужно использовать как зеркало для древних традиций. То есть показать, что, несмотря на отсутствие денег, в ней проявился тот же генетический код, что и у древних игроков в поло? Да, ее наставником были тысячелетия конной культуры. Это доказывает триумф духа над обстоятельствами. Это отличный поворот. И именно этот вопрос о величии духа подводит нас к тому, что сравнение древних качелей с современными западными аттракционами упускает возможность глубокого философского противопоставления их целей. Это финал текста, и он оставляет смешанные чувства. Там описывается, как уйгурские саргайды предвосхитили создание западного аттракциона Свинграйд, который появился в Калифорнии значительно позже. В чем тут слабое место, по-твоему? В том, что сейчас это звучит как простая констатация факта. Хронологическое первенство. Типа мы изобрели это раньше. Ага, какая-то местечковая гордость получается. Во-во, это сильно снижает академическую ценность материала. Предложение тут сместить акцент с исторического соревнования в датах на фундаментальную разницу в психологическом предназначении этих конструкций. Давай дадим конкретный пример автору. Вот западный аттракцион, он же продает безопасность под видом риска. Абсолютно. Это стальные ремни, гидравлика. Их проектируют с одной целью создать безопасную иллюзию страха. Ты получаешь адреналин, но твой мозг знает, что технологии тебя спасут. А теперь посмотри на уйгурские качели высотой 20 метров. Никаких карабинов. Только сила собственных рук и ног в простой веревочной петле. Да. Это же стопроцентный неподдельный риск. Испытание реального мужества и дань уважения предкам-воинам. То есть, мне кажется, автору стоит прямо использовать этот парадокс как центральный тезис финала. Западная иллюзия риска против восточной школы выживания. Это превратит текст из простой хроники в блестящее эссе о природе риска. Читатель закроет материал с чувством глубокого благоговения. Да, это звучит невероятно мощно. Подводя итог нашему сегодняшнему разбору, можно сказать, что материал обладает колоссальной ценностью. Безусловно. Чтобы сделать его безупречным, мы рекомендуем 3 вещи. Во-первых, выстроить четкий мост между конным спортом и акробатикой через биомеханику. Во-вторых, вплести современную историю Фариде в нарратив о силе духа и генетической памяти. И в-третьих, углубить финал, переведя сравнение с западными аттракционами от хвастовства датами к философскому парадоксу иллюзии безопасности и реального риска. Мы были бы очень рады увидеть обновленную версию этого исследования. Обязательно присылайте вашу работу снова, когда внесете правки. До новых встреч! Добро пожаловать на дискуссию, площадку, где мы всесторонне исследуем сложные идеи и сталкиваем разные взгляды, чтобы добраться до сути вещей. Знаете, когда мы сегодня смотрим на современный профессиональный спорт, мы видим предельно рациональную систему. Секундомеры, фотофиниши, жестко регламентированные правила. Все выверено, как в инженерии. Именно. Ты прибежал дистанцию быстрее на 0,1 долю секунды, и все, ты получаешь золото. Да, это невероятно комфортная парадигма для современного человека. Мы же, любим, когда достижения можно категоризировать, измерить пульсометром, аккуратно занести в турнирную таблицу. Да-да. Но как только мы делаем шаг в сторону истории традиционной физической культуры, особенно культуры кочевых народов, этот строгий, инженерный каркас, он просто рассыпается в пыль. Точно. Мы погружаемся в богатейшую конноспортивную культуру уйгуров, и там стираются вообще все привычные границы. Сегодня мы будем говорить о таких явлениях, как древняя форма пола чавган, о суровом козлодрании игре ох-халак,
которая, многим известна как бускаши. Ага. И даже об экстремальных воздушных качелях на огромной высоте Саргульди или Чакпилек, как их еще называют. Да. Изучая эту культуру, мы сталкиваемся с фундаментальным вопросом, который, собственно, и станет предметом нашего сегодняшнего спора. Чем на самом деле были все эти традиционные спортивные дисциплины? То есть, были ли они в своей основе сугубо прагматичными инструментами, такой жестокой школой выживания и военной подготовки, где каждый элемент служил исключительно сохранению жизни в суровых условиях? Либо же, как будете утверждать вы, они с самого начала формировались как нечто гораздо большее, как глубоко символические, духовные и, социальные ритуалы, созданные для выражения идентичности целого народа. Да, именно так я считаю. Я в нашей беседе занимаю прагматичную сторону. Я абсолютно уверена, что вся эта культура выросла из беспощадной необходимости. Это симуляция реального боя, грубо говоря, кузница солдат. Угу. А я прихожу к этому совершенно с другой стороны. Да, военный аспект, конечно, важен, но он вторичен. Суть этих практик всегда выходила за рамки утилитарности. То есть? Они были невероятно сложным механизмом социальной сплоченности, воплощением эстетики и духовной стойкости уйгурского общества. Знаете, без этой ритуальной надстройки общество просто не выжило бы, как единый организм. Слушайте, я понимаю, почему такой культурный и даже романтический взгляд может быть привлекательным. Но давайте просто посмотрим на исторические реалии Центральной Азии. Кочевникам требовалась постоянная, буквально ежесекундная готовность к защите своих территорий. Никто не спорит, что времена были суровые. Охота и война не были хобби. Они были способом не умереть с голоду и не быть убитым. Возьмем знаменитое столкновение армии Александра Македонского с 4000 уйгурских всадников. Непобедимые греческие фаланги были просто обескуражены. Вы имеете в виду их знаменитую тактику стрельбы из лука? Именно. Они не просто стреляли на полном скаку. Биомеханика их движений позволяла им разворачиваться в седле на 180 градусов и стрелять назад с той же убийственной точностью, что и вперед. Это так называемый парфьянский выстрел. Да, это известный исторический факт. И чтобы человеческое тело могло совершать такую скрутку на галопирующей лошади без стремян, не теряя равновесия и натягивая тугой лук, нужны годы жесточайших тренировок. Это не искусство ради искусства, это передовая военная технология того времени. Я не спорю с тем, что это смертоносный навык. Никто в здравом уме не скажет, что они не были великими воинами. Но вы смотрите только на физику процесса. А на что еще смотреть в спорте? На то, как этот процесс организовывал общество. Вы упускаете социальный контекст. Хорошо, тогда давайте посмотрим на игру Ок-Халак, то самое козлодрание. Вы хотите сказать, что это про общество? Это же чистый хаос и насилие. Хаос — это очень поверхностный взгляд. Всадники на огромной скорости бьются за тушу теленка или козла весом в 40, а то и 50 килограммов. 50! Давайте разберем механику. Это мертвый вес, который постоянно смещается. Да, физически это невероятно тяжело. Всаднику нужно одной рукой удерживать эту тушу, другой — отбиваться от десятков соперников, которые хлещут его камчой, а управлять лошадью приходится исключительно шинкелями, то есть ногами, и балансом собственного тела. Угу. При этом сотни лошадей сталкиваются грудью. Это же, идеальная симуляция рукопашной кавалерийской схватки. Там воспитывается агрессия, мышечная сила и полное бесстрашие перед столкновением. Как это связано с социальной сплоченностью? Слушайте, это очень впечатляющее описание физических затрат, признаю. Но я просто не могу купить аргумент о том, что это только тренировка. Вы описываете сам процесс игры, но напрочь игнорируете то, что происходит, когда игра заканчивается. И что же там происходит? А именно там кроется суть. Вы помните традицию забрасывания туши во двор? Да, победитель должен был оставить трофей. Да, абсолютно. Как это работало исторически? Победитель, который вырвал этот 50-килограммовый трофей, он не просто везет его к себе в юрту, чтобы, съесть. Угу. Он на полном скаку забрасывает эту тушу во двор определенного человека в селении. И по неписанным законам степи этот человек теперь обязан стать спонсором и организатором следующей игры. Понимаете, как гениально это устроено? Объясните вашу мысль, в чем гениальность? Организация игры требует огромных ресурсов.
Нужно забить овец, накормить сотни гостей, выставить ценные призы для победителей. Это гигантские экономические траты. Ну да. Забрасывая тушу в разные дворы, община создавала систему кругового перераспределения богатства. Ни одна семья не могла бесконечно накапливать ресурсы, забывая о соседях. Этот механизм заставлял состоятельных людей делиться. Ого. То есть это как налог? Именно. Это обеспечивало циркуляцию благ внутри племени. Это не военный плац, понимаете? Это децентрализованная налоговая система и мощнейший инструмент социального клея. Игры проводились на Навруз, на свадьбы. Это праздник жизни, а не какая-то репетиция смерти. Это действительно блестящее логистическое решение, я признаю это. Перенос расходов на разных членов общины позволял содержать своеобразную армию в резерве без создания централизованного военного бюджета. Вот. Но даже если это имело экономический эффект, конечная цель все равно прагматична – выживание племени. Тем не менее, давайте перейдем к дисциплине, которая требует еще более тонкой моторики и тактической координации. К игре чавган, древнему поло. О, чавган. Это идеальный пример того, как игра перерастает в высокую культуру. А я бы сказала, это идеальный пример тактического симулятора для элиты. Посмотрите на археологические данные. Из гробниц Астана в Турфане, это примерно 8 век, Да, 8 век. Угу. извлекли цветную глиняную фигурку. На ней человек на белой лошади в очень специфической экипировке. Короткий чапан, удобные сапоги, шапка и в руке клюшка для пола. Он полностью сфокусирован на мече. И что это нам дает? Сам факт того, что эту высокодетализированную фигурку поместили в захоронение знатного человека, говорит о высочайшей степени институционализации. Институционализации чего именно? Игры. Военной подготовки командного состава? Задумайтесь о биомеханике удара клюшкой по мячу на галопе. Всадник должен сделать резкий хлесткий удар сверху вниз или сбоку, скручивая корпус. При этом он не должен потерять баланс или ударить лошадь по ногам. Но это требует ловкости, да? Это абсолютно идентично механике рубящего удара саблей. Более того, лошадь в чавгане приучается не пугаться резких замахов возле своей головы и не бояться встречного столкновения с другими лошадьми. Это закрытая каста воинов, оттачивающая смертельные навыки под видом спорта. Знаете, звучит логично, если вырвать чавган из его исторического литературного контекста. Вы фокусируетесь на глиняной фигурке воина, но давайте посмотрим на то, чем чавган стал для общества в целом. Чем же? Исторические хроники ясно показывают, что эта игра давно пробила потолок казармы. В нее начали играть на ставки абсолютно все слои населения. Богатые ставили золото и целые табуны лошадей, бедные – последних овец или ткани. Но люди азартны. Да, это признак развитой игровой культуры, азарта, всеобщей страсти, а не какой-то скучной военной обязанности. Азарт не отменяет военного происхождения дисциплины. Но он меняет ее суть. И взгляните на философию. Выдающийся мыслитель XI века Юсуф Хас Хаджиб в своем монументальном труде Кутат-Губи-Лык пишет, что владение чавганом – это обязательное условие для благородного юноши. Угу. И не для того, чтобы эффективнее рубить головы, а потому что игра воспитывает характер, благородство, умение проигрывать и работать в команде. Это формирование всесторонне развитой личности. Ну, знаете, я не думаю, что в XI веке в условиях постоянных степных войн кто-то сильно заботился об умении благородно проигрывать. Да? Тогда как вы объясните поэзию? Поэт XIII века Лутфи использует чавган как сложнейшую романтическую метафору. Он обращается к возлюбленной. «О, прекрасная дева с волосами, изогнутыми как чавган, отрежь мою голову и сделай ее мечом, брось ее к ногам людей». Ого, весьма кровавая романтика. Но вы можете представить, чтобы современный поэт писал стихи, сравнивая свою любовь, скажем, с бронетранспортером или тактическим полигоном? Язык поэзии доказывает, что чавган перешел в сферу утонченной эстетики. Это стало искусством. Красивая метафора, признаю. Но я не убеждена этой линией рассуждений. То, что люди романтизируют оружие, не лишает его утилитарности.
Мечи покрывали золотом, инкрустировали рубинами, воспевали в легендах, но их первичная функция — убивать — оставалась неизменной. Угу. Поэзия лишь подтверждает, насколько глубоко эта военная практика въелась в подсознание общества. Но раз уж вы заговорили об эстетике, давайте копнем в самый фундамент этой культуры — в самих лошадей. Вы имеете в виду разведение лошадей? Да. Селекция и скачки. Здесь прагматика выживания видна в кристально чистом виде, без всяких поэтических прикрас. Уйгуры веками целенаправленно скрещивали диких степных лошадей с домашними. Они вывели гибридную породу аргун. Да, известная порода. Знаете, в чем ее главная особенность? Не в красоте. А в том, что она невероятно сильная, выносливая и может питаться скудно-степной колючкой. А как они проверяли эти качества? Через масштабные скачки на огромные дистанции. Вы имеете в виду забеги на дальние расстояния? Марафоны? Да, историки описывают гонки, в которых участвовало от 100 до 300 лошадей одновременно. Дистанции были просто марафонскими. Зачем? Это грандиозный, безжалостный стресс-тест для биологического транспорта. Но выносливость была важна, да? Им нужно было отсеять слабый генетический материал, понять, какая лошадь не падет замертво после изнурительного дневного перехода по пустыне Такламакан. Вы не поведете армию в бой на красивых лошадях, вы поведете ее на тех, кто способен выжить. Это чистая инженерия выживания. Слушайте, масштаб этой селекции, безусловно, вызывает уважение. И да, выносливость была критична, я не спорю. Но опять же, вы смотрите только на марафоны, на выживание. А как насчет того, как именно лошади двигались? В смысле, как двигались? Быстро двигались? Нет, исторические свидетельства говорят нам о совершенно ином явлении, об эстетизации самого движения. Я говорю о скачках в стиле йорга, то есть соревнованиях иноходцев. Иноходь — это когда лошадь переставляет одновременно 2 правые логи, а затем 2 левые, верно? Именно. В отличие от обычной рыси, где ноги идут по диагонали и всадника сильно трясет, иноходь дает невероятно плавный ход. Всадник словно плывет над землей. Угу. Но суть соревнований йорга была не в том, чтобы прийти первым любой ценой. Судьи оценивали идеальную гладкость, красоту и безупречный ритм шага. И самое поразительное — это то, как они украшали этих лошадей. Вы имеете в виду яркие попоны и седла? Не только. На шее лошадям-иноходцам вешали специальные бронзовые колокольчики. И это не просто украшения. Эти колокольчики подбирались мастерами так, чтобы их звучание гармонизировало с ритмом дыхания и частотой шагов конкретного животного. Надо же, как тонко! Да, и когда лошадь шла идеально иноходью, звон колокольчиков сливался с ударами копыт в единую мелодию. Это называли степной симфонией, понимаете? Они превратили животное в живой музыкальный инструмент. Какая здесь суровая прагматика? Это чистый акт искусства, жажда прекрасного, которая превосходит базовую потребность в транспортировке. Я должна признать, образ живого музыкального инструмента звучит завораживающе. И да, иноходь сохраняет силы всадника в долгих походах, а колокольчики, смею предположить с точки зрения прагматики, работали как метроном. Метроном. Ну да. Помогали животному удержать заданный ритм на изнурительной дистанции, не сбивая дыхания, но я готова признать наличие мощного эстетического элемента. Отлично, рад, что мы нашли здесь точку соприкосновения. Однако у меня есть к вам очень острый вопрос. Вся эта эстетика, вся эта степная симфония, как вы ее называете, существует только в симбиозе с лошадью. Но что происходит с этой культурой, когда народ лишается своих главных ресурсов? Я хочу перевести наш разговор на игру саргайди, известную также как чакпелек или круговые качели. О, саргайди. Отличный пример невероятной смелости. Или отчаяния. Позвольте мне выдвинуть жесткий тезис. Саргайди — это просто суррогат. В определенные исторические периоды, после утраты государственности, из-за экономических потрясений и, возможно, под влиянием аскетичных течений суфизма, уйгуры потеряли возможность содержать гигантские табуны и практиковать масштабные конные маневры. И что они делают? Они строят деревянную конструкцию.
Столб высотой от 10 до 20 метров, на вершине которого крепится огромное вращающееся колесо, похожее на колесо от арбы. Да, и к нему привязываются длинные веревки. Верно. Люди держатся за эти веревки, колесо раскручивается, и центробежная сила поднимает их высоко в воздух. Они летят по кругу на огромной скорости. Имитируя полет в седле и даже стрельбу из лука в воздухе. Именно. Само слово «саргайди» означает «желтеет». То есть они желтеют, бледнеют от страха и от тока крови при таких перегрузках. На мой взгляд, когда у тебя забирают лошадь, ты строишь деревянную центрифугу, чтобы хоть как-то сохранить вестибулярный аппарат. Центрифугу. Ну, вы скажете. Да, мышечную память и рефлексы воина. Это отчаянная попытка законсервировать военные навыки в условиях исторического упадка. Я категорически не согласен с тем, что вы называете это суррогатом или признаком упадка. Саргайди — это апофеоз уйгурского духа. Вы смотрите на это как на отсутствие лошади, а я смотрю на это как на покорение неба. Покорение неба на веревке? Серьезно? Да. Уберите животное, уберите землю из-под ног, и останется чистая психология. Человек остается один на один с первобытным страхом высоты и падения. Эта игра глубоко укоренена в мифологии. Историки связывают ее с легендой о древнем царе Джамшиде, который построил колесницу, чтобы взмыть в небеса и сравняться с птицами. Но это же просто легенда. Это древнейшее духовное стремление человека преодолеть земное притяжение. Но физически это просто опасный трюк. Это гениальная инженерия с глубоким смыслом. Подумайте об аэродинамике и механике этой конструкции. Знаменитые на весь мир западные аттракционы, такие как цепочные карусели немецкой компании Zierer, появились и были запатентованы только в начале 20 века, а уйгуры интуитивно создали сложнейший аэродинамический механизм столетиями раньше. Это правда впечатляет. И главное, они сохранили в нем образовательный смысл. Когда юноша кричит «Саргайди» и летит на 15-метровой высоте, он не просто тренирует мышцы, он проходит обряд инициации. Он доказывает общине, что способен преодолеть животный ужас. Слушайте, инженерная смекалка, позволившая построить такую конструкцию без современных лебедек и подшипников, безусловно, заслуживает уважения. Но для меня это все еще трансформация прагматизма. И это подводит нас к финальному аспекту нашей дискуссии, к эпохе современности. Что мы видим сегодня? Эволюцию этого духа или его угасание? Я уверен, что мы видим адаптацию. А мне кажется, мы наблюдаем болезненное угасание именно того изначального соревновательного нерва на реальной арене. Взгляните на пример из 90-х годов. Уйгурская спортсменка Парида Абдурахман творила абсолютные чудеса на национальных играх Китая. Да, выдающаяся спортсменка. Она брала золото в конном спорте. Она била рекорды в той самой иноходе Йорга, о которой мы говорили. И на азиатских играх 98-го года французские специалисты были в шоке, узнав, что она выступала вообще без личного тренера. У нее был только талант, и это древняя генетическая память. И это доказывает силу традиции. Нет, это доказывает потенциал, который испаряется. Потому что после тех побед наступила тишина. Без мощной экономической поддержки, без современной спортивной инфраструктуры этот сырой, прагматичный, соревновательный дух не может доминировать на международном уровне. Лошади остались в деревнях как красивый фольклор. Вы слишком категоричны. Но как инструмент достижения реального доминирования эта культура неумолимо сдает позиции. Миром правят спонсорские контракты и тренировочные базы, а не степная романтика. Вы снова судите эту культуру по метрикам западного мира. Золотые медали, международное доминирование, эффективность. Но суть этих традиций никогда не заключалась в том, чтобы кому-то что-то доказать на азиатских или олимпийских играх. Вы говорите, что традиция сдает позиции, но посмотрите, что происходит в отдаленных районах, например, в уезде Макит. И что же там происходит? Там люди до сих пор играют в Саргайтай. На праздник Навруз вся деревня собирается вместе, чтобы построить этот 20-метровый столб. И они делают это не для того, чтобы привлечь туристов или получить грант от государства. Угу. Когда дети стоят внизу и видят, как их отцы и старшие братья взмывают в небо на головокружительную высоту, рискуя жизнью, без страховочных тросов и современных карабинов, в этот момент происходит нечто гораздо более важное, чем получение олимпийской медали. Вы говорите о передаче идентичности. Именно. Происходит внутреннее культурное выживание.
Они доказывают самим себе, что в их жилах течет кровь тех самых неукротимых кочевников. Этот совместный ритуал, это совместное преодоление страха цементирует общество. Дух не угас, он просто вернулся к своей первоначальной глубинной функции – делать этих людей единым народом. Что ж, наша дискуссия сегодня наглядно показала, насколько многомерным может быть одно историческое явление. Если подводить итог моей позиции, я, остаюсь при убеждении, что железным фундаментом этой культуры была суровая прагматика выживания. Жестокая конкуренция за ресурсы, необходимость защищать свои земли и тестировать пределы человеческой и животной выносливости – вот что породило и Чавган, и Ох-Халак, и грандиозные скачки. Без этой жестокой необходимости культура просто не сформировалась бы. А я надеюсь, что наши аргументы показали, хотя этот фундамент действительно выкован в суровых степных условиях, именно социальные ритуалы позволили ему пережить века. Стремление к эстетической красоте в симфонии колокольчиков, поэтическое осмысление мира, потребность общины в единстве. Да, это сильный аргумент. И этот невероятный иррациональный полет духа на качелях Саргайдаи. Они выжили не просто потому, что умели воевать, а потому, что умели придавать этой борьбе глубокий смысл. И в этом мы определенно сходимся. Обе перспективы доказывают одно. Эти дисциплины не просто спорт. Это живая, пульсирующая летопись. В каждом выверенном ударе клюшки, в каждом сбитом дыхании лошади и находца, в каждом бешеном вращении колеса над землей буквально записана история народа. От его величайших побед до периодов тяжелых лишений. Совершенно верно. И это лишний раз напоминает нам, что история традиционного спорта – это всегда история человеческого духа, а не только физики. Я уверен, что исследователям предстоит открыть еще много поразительных деталей о том, как функционировали эти древние механизмы. Знаете, возвращаясь к той мысли, с которой мы начали, мы говорили, что современный спорт — это безопасная инженерия с ремнями безопасности. Но когда ты пытаешься осознать, каково это добровольно повиснуть на тонкой веревке на высоте 20 метров, вращаясь со скоростью птицы, просто чтобы доказать небу свое бесстрашие, ты понимаешь одну важную вещь. Какую же? Никакие современные секундомеры не способны измерить реальную глубину этой традиции. Нам всем определенно есть о чем подумать. Безусловно. До встречи на дискуссии.